Почти 3 века на страже порядка. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. От поля до тарелки на территории Российской Федерации начинает действовать система «Меркурий», позволяющая отследить создание и последующее перемещение продовольствия. Новые 2018 для ДПС. Как сибайские инспекторы отработали новогодние праздники и итоги за 2017 год. Сегодня в нашем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Согласно анализу аварийности, 2018 год в Башкортостане начался значительно лучше, чем прошлый 2017. Как свидетельствует статистика ГИБДД, за новогодние каникулы на дорогах республики произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, что на целых 58 фактов меньше аналогичного периода прошлого года. Резко сократилось и количество погибших с 24 до 4 человек. Как отработали сибайские инспекторы ДПС в новогодние праздники и есть ли положительная статистика в целом за 2017 год? В материале Лианы Кирилловой. Праздники – хороший повод отдохнуть и расслабиться. Вот только некоторые граждане воспринимают это слишком буквально, позволяя себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. Но стоит отметить повышение уровня сознательности среди сибайцев. За время новогодних каникул инспекторами ДПС выявлено 15 пьяных водителей, что на 7 фактов меньше аналогичного периода прошлого года. Выходные праздничные дни в городе Сибай прошли спокойно, но несмотря на это сотрудники госавтоинспекции работали в усиленном режиме. За данный период было выявлено 14 водителей за управление в нетрезвом состоянии, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. А так серьезных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было. Положительная динамика на дорогах города наблюдается и в целом по итогам 2017 года. Исключение составляет лишь ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Здесь зафиксирован небольшой рост, впрочем, как и по Башкортостану. В минувшем году стало меньше пьяных за рулем, ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, меньше погибших и раненых в авариях. За прошлый год наблюдается снижение аварийности на дорогах. В том году у нас произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, при котором пострадали или погибли люди. Это на 1 случай меньше. Если позапрошлом году у нас погибло 5 человек, то в том году 1. В настоящее время практически во всех российских регионах проводятся мероприятия по популяризации среди населения возможности самостоятельного оформления ДТП с помощью так называемого Европротокола. Статистика показывает, что практически каждое 3-е ДТП в больших городах сегодня оформляется без вызова сотрудников ГИБДД. Что касается малых, таких как наш Сибай, то водители в случае дорожно-транспортного происшествия предпочитают действовать по старинке. Участники дорожно-транспортных происшествий в городе Сибай предпочитают вызывать сотрудников ГИБДД, потому что сразу на месте происшествия не могут разобраться и определить сумму ущерба. Мне бы хотелось обратиться участникам дорожного движения в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий незначительных, если отсутствует разногласие и сумма ущерба незначительная, не вызывая сотрудников госавтоинспекции, зафиксировали данные дорожно-транспортные происшествия и обратились в страховую компанию. Активно сегодня развивается и предоставление услуг по линии ГИБДД посредством единого портала госуслуг. Количество граждан, предпочитающих личному обращению в ГИБДД подачу заявления через домашний компьютер, выросло в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Как отмечают в ведомстве, пользование сайтом позволяет гражданам значительно экономить время и деньги. Работа по активному внедрению в деятельность госавтоинспекции современных технологий будет продолжена и в нынешнем году. Лиана Кириллова, Радмир Сингулов, Гульвина Раскильдина для службы новостей. Почти 3 века на страже закона и порядка. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры, государственного органа, осуществляющего контроль за исполнением законов и соблюдением прав каждого гражданина. Подробности далее. Свою историю отечественная прокуратура ведет с 12 января 1722 года. Именно тогда, по указу Петра I, в России был создан институт прокурорства, который был и остается актуальным. Именно в это ведомство человек может прийти со своей бедой, будь то финансовая махинация или банальные бытовые разногласия. Здесь всегда готовы выслушать любого жителя города, тех, с кем обошлись несправедливо. При осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства работниками прокуратуры в 2017 году выявлено 3043 нарушения.
Путем принесения протеста отменено 89 незаконных правовых актов. Суды в защиту интересов неопределенных круга лиц и государства направлено 1330 исковых заявлений. Руководителям различных органов и организаций внесено 253 представления об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых привлечено к административной ответственности 197 должностных лиц. Кроме того, по результатам прокурорских проверок к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений привлечено 85 должностных лиц. Выявлено 8 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Скрыть человеческий эмоциональный фон, оставаться рассудительным и придерживаться закона порой непросто. Именно поэтому, выбрав столь сложную профессию, каждый сотрудник проходит адаптацию. Многие не выдерживают, а те, кто остаются, знают, что за соблюдением закона стоят чьи-то судьбы. Именно такие работники сегодня в составе прокуратуры Сибая. Они следуют примеру ветеранов, которые стояли у истоков становления института прокурорства в нашем городе. В этот праздничный день нельзя не вспомнить также ветеранов органов прокуратуры, которые в настоящее время проживают в нашем городе. Это Вячеслав Кондратьевич Гришаев, Рафис Асгатович Софиуллин, Рожап Лулгазиевич Бахтигариев, Ильяс Гайфович Ильтимбаев, Габдаров Надирович Кунаев, Рустам Фуатович Арсланов, Зульфира Назаровна Туапова. В этот праздничный день хотелось бы поздравить всех ветеранов, сотрудников, членов их семей с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всегда, чтобы оставались дальнейших успехов в укреплении законности и правопорядка. Во все времена авторитет прокуратуры был заслужен реальными делами. В новом году работники ведомства, как и прежде, готовы стоять на страже законности и правопорядка, защищая интересы как простых граждан, так и государственных и частных структур. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Расхидина, телекомпания СТВ. Другим новостям. Вспышка ящера, возникшая на территории Тумазинского района осенью минувшего года, всерьез обеспокоила общественность и актуализировала вопрос о введении дополнительных мер повышения биологической и пищевой безопасности. Так, с этого года на территории нашей страны начинает действовать новая информационная система «Меркурий», которая, как прогнозируют специалисты, позволит отслеживать всю цепочку происхождения и перемещения продовольственных товаров, буквально от поля до тарелки. Подробности в сюжете Рината Музафарова. Автоматизированная система «Меркурий», регулирующая деятельность всех участников продовольственного рынка, предназначена для электронной сертификации животных и всей продукции животного происхождения, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации. Подобная мера, как комментирует ситуацию авторы инициативы, ведет к формированию единой информационной среды для ветеринарии, повышению биологической и пищевой безопасности. Ветеринарная сопроводительная документация оформляется и фиксируется в электронном формате на каждом этапе производства, переработки, хранения, то есть любого перемещения, и вносится в систему. Бумажный документооборот, к которому все привыкли, прекращается. От килограмм мяса откуда вышло и куда оно дошло. Вот эта система регулирует вот такие правовые регламенты, чтобы потом где-нибудь люди вот по всяким болезням нашим общим для человека и животных, чтобы не отравились, не заразились, это будут следить от убоя до потребителя. Внедрение новых стандартов ветеринарной сертификации привело к увеличению перечня продуктов, попадающих под действие данной программы. ВСД будет необходимо оформлять при обороте живых животных и продукции животного происхождения, включая готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные изделия, морепродукты, жиры и масла растительные и их фракции, готовые корма для животных и другие продукты переработки. Все вышеперечисленное, произведенное в подсобных хозяйствах для личного пользования, в сертификации по-прежнему не нуждается. Для себя это не обязательно, если они произвели забой, а если куда-нибудь будут сдавать, мы, сибайские население, которые выращивают и хотят реализовать там на базаре, кому-то сдать, еще что-то, мы должны оформлять ветеринарный сопроводительный документ по системе «Меркурий» в электронном виде.
Для того, чтобы оформить регистрацию в системе «Меркурий», необходимо обратиться в городскую ветеринарную станцию в срок до 1 июля 2018 года. Напомним, что ранее новые стандарты ветеринарной сертификации должны были вступить в силу уже с начала нового года. Однако во избежание продовольственного коллапса указом президента Российской Федерации внедрение данной меры было отсрочено еще на полгода. Как комментирует ситуацию руководство Сибайской ветеринарной станции, более 70% из тех, кому предстоит работать в рамках новой системы, уже прошли необходимую процедуру регистрации. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Между тем, у школьников города продолжаются зимние каникулы. Учителя же в этот период работают в обычном режиме. В школе номер 1 прошло городское методическое объединение педагогов из Сибая. Репортаж из стен учебного учреждения в сюжете Ирины Оренбургиной. В то время, пока школьники отдыхают на каникулах, их места за партами занимают педагоги. В школе номер 1 проходит городское методическое объединение учителей. Такие встречи дают педагогам хорошую возможность обсудить интересующие их вопросы, подвести итоги за полугодие, отметить положительные стороны в работе, а также обозначить ряд проблем и пути их решения. Ежегодно во время зимних каникул у нас учителя собираются на заседании городских методобъединений. Явка сегодня очень хорошая, и заседания у нас проходят по единой тематике. На этот раз у нас тематика «Система оценивания качества знаний учащихся – важнейший элемент образовательного процесса». На этих заседаниях учителя у нас подведут итоги муниципального этапа Олимпиады школьников. И, конечно же, будут сегодня обсуждены вопросы о подготовке к итоговой аттестации выпускников. И, конечно же, будут затронуты вопросы по качеству знаний учащихся. Исходя из заявленной темы, руководители школьных методических объединений и педагоги распределились по секциям в соответствии с преподаваемыми предметами. Выступающие знакомили коллег с методикой своей работы по данному направлению, обменивались опытом и мнениями. Такого рода мероприятия проводятся учителями для повышения качества образования через оказание педагого-методической поддержки, непрерывного совершенствования профессионального уровня и мастерства работников. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Обеспокоенность населения из-за оттока городской молодежи в поисках достойной оплаты труда достигает своего пика. Но причины тому могут быть абсолютно несовместны с нашим привычным пониманием. Иногда имеют место и амбиции неквалифицированных кадров, и конкурентная среда частных предпринимателей как в кадровой системе, также причиной оказывается и теневое трудоустройство. Как отработал Центр занятости населения в минувшем году, расскажем в следующем сюжете. Как же работает система содействия госструктур с соискателями в сфере трудоустройства? В городской службе Центра занятости населения все начинается со статистики. Так, по итогам 2017 года Центр занятости оказал содействие в трудоустройстве почти 1500 человек. Но есть и не такие радужные цифры. Приведем пример организованных городской службой ярмарок вакансий. За минувший год их было 20, с количеством посетителей около 3000 человек. Несмотря на то, что организации и предприятия города предоставили информацию о более 1000 вакантных рабочих мест, на собеседование отправились всего 327 граждан, а впоследствии трудоустроены из них лишь 5. Помимо ярмарок, информацию о наличии вакантных мест соискатели могут получить при личном обращении в Центр, либо на официальном сайте ведомства. Отметим нюанс постановки на учет безработных граждан. Вопрос, волнующий тех, кто не имеет регистрации в Сибае. Присвоение статуса безработного осуществляется отделением занятости населения по месту постоянной прописки. Потребуется стандартный пакет документов и справка о среднем заработке. С паспортом, если гражданин обращается, полностью вводим информацию по ним в консультационную картотеку и начинаем уже поток подходящей работы. На какую должность они претендуют, по их желанию, по их навыкам, полностью все это предусматривается. Если у нас вакансии есть в наличии такие, мы уже направляем их на собеседование. Но на учет у нас могут встать с постоянной пропиской, именно которые прописаны в Сибае, постоянное место прописки. А так любой гражданин может обратиться в целях поиска подходящей работы, не вставая на учет. В
Справедливо признанный бич последних десятилетий для трудовой сферы – это неофициальное трудоустройство, которое вредит не только системам обеспечения государства, но и в первую очередь самому гражданину, принявшему решение, что его труд не должен придаваться официальной огласке перед государством. В таком случае, работая анонимно, появляется последствия в виде дальнейшего назначения социальной, то есть минимальной пенсии по достижению женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет. Одно из актуальных направлений в работе городской службы занятости на сегодняшний день – трудоустройство инвалидов. Так, в 2017 году было устроено 57 граждан с особыми потребностями. Из них 15 человек получили рабочее место по квотам Центра занятости населения. 18 человек по программе временного трудоустройства несовершеннолетних на время каникул в категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, и другие школьники приняли участие во временных работах. Так, 700 подростков, в числе которых и 40 состоявших на профилактическом учете, были успешно трудоустроены в свободное от занятий время. Также для выпускников высшего и среднего профессионального образования была организована стажировка. Стажировка организовалась у нас в нескольких организациях. Это «Деловой мир за Урале», «Общество с ограниченной ответственностью «Корона», «Сибайский элеватор», «Азатвык». Всего было направлено на стажировку 18 выпускников по таким специальностям, как технолог, электромонтер, экономист, бухгалтера, юриста. Открытие индивидуального предпринимательства с адекватным денежным эквивалентом труда также играет немаловажную роль. Для местного населения это новые рабочие места, альтернативные для семей, которых разлучает вахтовый метод работы. К нам подходят работодатели, мы им разъясняем полностью закон о занятости населения. У нас есть специальные бланки, по этим бланкам они полностью нам подают вакансии. Эти вакансии мы размещаем у себя на официальном сайте и после уже безработных граждан направляем официально к ним на собеседование на работу. А если это вообще разовая процедура или в случае регистрации работодателя у вас он должен систематически предоставлять данные о вакантных местах? Работодатель вообще обязан ежемесячно до 5 числа предоставлять нам информацию о наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест. Поддержку предприимчивые люди смогут найти также в городской службе занятости в виде получения финансовой помощи на регистрацию деятельности, помощь в оформлении печатей, бланков, возможности юридической консультации. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости последнего рабочего дня. Проведите эти выходные с пользой. Удачи!